Вот такие огромные. Вот видели точки вон. Все вычистить. То же самое полезные грибы. Мешок 50 килограммов и полмешка грибов моря. Идут. Ну как, Никита, рыба есть, нету? Только что поймал. Клевала? Опять уже клевала, да? Айда. Сюда вода надо. Ну как там? Зацеп? Давай, снимай. Ты что? Ну-ка, дугды, успокойся. Смотрим, что за окушки у нас. О, смотри. Зачетные окушки. Вон 5-литровое ведро и поперек ведра лежит. Ну, как бы горлышко ведра. Там сантиметров 25-30 на ванну. Опять писать сейчас, да? Вот такие окушки. Красивые, красавцы. О, блин. Кто поймал? Кто утащил? И вон такие резинки. Не знаю, видно, нет. Вместо червя вот такие резинки насаживаем и ловим. Черви также есть. Черви. И тут всякие, блин. Колебалка. Колебалку что-то не берет. Не хочет. Ох, какая жарко сегодня будет. Смотри. Вообще зачетные окушки. Зачем, спрашивается, она сюда приплыла? Миланда Целахтын. Здесь глубина, бля, 5 метров. Иди на берег. Плыви. Айда. Плыви на берег. Здесь глубоко. Вон какие места тут. Здесь ведь глубоко. Можешь и утонуть. Айда. Мунгарте. Иди домой. У нас зацепом. Опять уже порвалась. Опять поводок порвался. И по-новому уже. Там и коряга, да. Вот такая фигня у нас получается. Достань ты стоять, собакат. Вон трава, и возле травы там, но она щука еще. А спиннинг сколько уже кидаем, не берет. Блин, ветер уносит нас. Это вторая коряга уже, куда мы остановились. Тебе видлись надо? Клюет, но не берет. Эдиона у нас шлепта. Дерни ты штыны кут. У меня что-то удочка бездельничает, ни хрена не ловит. Ой, зацеп сразу же. Сеемась? Ну, новую надо. Насади нового червя. Но плотва сегодня не беспокоит. Один окунь.
Чего? Видлись? Бощился. Нам. Уж. Получается, нет. Да у джиджикас побольше надо взять. Окунь любит крупного червя. Ну ты уж по-профессиональски. Плюнул так. Есть? Опа. Опа. Юква чищит. Ухастая рыба. Все, опять привязалась. Один ярш 40 ведер ухы делает. Да? Да. Так что рыба еще та. Айда уже прицелился сразу. Целия. Ждешь? Другой. Сейчас подкинут тебе ерша ухастого. Фу, Погони. недолет. Что удивительного, сидим и ни одной мушки. Это мошки, наоборот. Мошки вообще не беспокоят. Ни одной нету. В лесу были, грибы собирали, там еще комары штучные подлетали, а на речке вообще, ветер и никого нету. Видать? Опять Это понятно. понятное дело. Уходим. Уходим. Место надо менять. Тут ловить больше нечего. Я тут больше. Если окунь стоит, держится, близко не подпускают ершей. Здесь дальше потом коряг нету, дальше придется подниматься. Доплыли мы до избушки и поймали вот такое количество рыбы, окунь. В основном окунь. Все сантиметров 25-30, 25 в среднем. Уже на жаркое, кому жарко уже точно будет. Даже больше жарки. Не скажу, что очень хорошо берет. В нескольких местах мы останавливались возле коряг, ловили. И вот поймали пока такое количество. Сейчас пообедаем и будем дальше рыбачить. Решил сходить лисички посмотреть. Вот сейчас иду по таким местам. Такие хмурые, как в страшных сказках. И деревья скрипят. Вон так ветер шатает деревья. И скрип такой издает. И в это лето вот на этом самом месте и все лето медведи ходили. В мою избушку как бы сосед еще иногда с ночевкой приезжает на рыбалку. И каждый раз, говорит, такие звуки медвежьи он слышал. Издает, мычит, рычит, там что-то бродит, короче, одиночка. В некоторых видео раньше я выкладывал, там следы показывал через речку. Вот этот медведь перешел и по песку, когда вышел по песку, из воды вышел, по песку шел, там след не очень большой. Не знаю почему, но одиночка, она мать уже как бы от себя выгнала. И вот один бродит. Неприятно, конечно. Я без ружья и думаешь о медведях. Даже страшно. Чуть-чуть. А так, вот да, на озеро, на этом болоте, вот где чернику собрали, морожку, вот на этом болоте озеро есть. И к этому болоту полчаса ходьбы. И вот по такому лесу с фонариком ночью поднимаешься, к рассвету, осенью.
начнет расцветать, и уток вставляешь. Так, о, и первые лисички у нас. Первые лисички. Ой, что-то мелкие тоже. Вроде должны уже подрасти. Уже давно мы здесь не были. Где? Что-то их мало и мелкие. Выхода нету. И здесь вот на этом, что-то не видно, вот на этом болоте, как бы тоже случай был, блин. Чуть не столкнулся с медведем. Метров 30, наверное, от меня тоже рычал. Куда они полетели-то? Ищи. Ищи. Айда. Где-то тут они. Не, что-то учуяла. Несколько штук их было. А вон банан. Вон улетел. Вон еще. И тут. Несколько штук, и они хитрые сейчас, маскируются. В общем, уже возвращаюсь обратно. Уже обратно против солнца иду. Вот тут еще уголок. Вот здесь еще должны быть лисички, но и здесь тут тоже их нету. Как будто везде уже кругом пособирали. Даже ни одной. И перетоптано. Не отчетливо так следы видны, но походу кто-то уже здесь был. И собака вон чует что-то, вот нюхает. Будто, ну, вон одна штука осталась. А, вот тут еще несколько штук есть они. Да, увидели их. Увидел. Еще в сторону надо, вон тут они. Я думал, это... Вон, уйди. Уйди, фу. Вот. Я думал, это листья, оказывается, грибы. Вон. И лисички я всегда с ногами вырываю все. Это без разницы, это корни там все равно останутся в почве. И дома вычищу. Вот они чистые, вот, блин, ни одного там паразита, ничего. Мам, везде какой-то звук я тоже услышал, и собака что-то заволновалась. Фу, бля, вон, уйди, фу. Ой, бля. Не дай Боже, медведь. Тоже выйдет к нам. Тоже, может, грибы где-то собирает. Или в основном он ягоды любит. Сейчас уже рябина поспевает. Вот. Вон такие огромные. После дождя, конечно, они чистые, а сейчас чуть-чуть грязноватые, но под землей, вон, под листьями, под ветками старыми. Сейчас мы вырываем, вон. Все чисто. Вот так собирается. Больше, в принципе, я и место тут не знаю.
Так. Это какое-то предчувствие. Как будто вот мишка рядом. Мишка рядом. Так. Так, туда уже не пойдем. Все, больше и нету. Кончились. Уголок еще знал. Не знаю, потом выход будет, не будет. Потом уже грибы для соления пойдут. Вон они тоже вот в таких местах хорошо выходят. И щелки, березы, сосны. Вон какие березы. О, видим, высота какая. Высокие стройные стоят. Тут переломилось что-то там. Сломался, наверное, от снега, навеса снег там. Все, больше нету. Там головик. Сейчас к избушке, когда придем, могу в принципе показать сегодня, сколько грибов мы собрали. Тоже перед рыбалкой. Жалко, что камеру вот тогда фотоаппарат в избушке забыл. Уже чай попили там и камера, короче, фотоаппарат на столе оставил. Вспомнил, когда уже шли. Ну, поздно. Возвращаться не стал. И, конечно, такие моменты были. Грибов немерено там. Очень много их было. Пособирали прилично. Жарко на улице. Жара. Летняя даже. Тяжело ходить. Все время пить хочется. Сейчас сухо. Опасно. Сейчас до туда еще сходим. Там луг. Раньше щину тоже заготавливали. А сейчас там уже все переросло тоже. Таких для соления грибов пока не видать. Нету их. Пойдем. Посмотрим уже наверняка, чтобы не думать, что оттуда мы не сходили, оставили уголок, не посмотрели. Может, там грибы есть. Так. Вот в таких местах они, ну, красноголовый, красная шапка, как правильно там, не знаю. Вон. Как бы одна точка, но все равно вот. И перед приготовлением вот все это как бы вычищиваю. Одной рукой не знаю. О, все, вот это все выкидывается. Вот это все выкидывается. Там основная таких черви все время там, ну, много их там вообще. И так вот, конечно, двумя руками с ножом быстрее, аккуратнее можно очистить, вычистить. И вот эта часть, что остается без червей, без, ну, вообще следов даже, вот вон чистая, не знаю, там камера видно, нет. Вот это я уже, мы как бы семьей вот это едим, приготовим, какое блюдо нравится, суп или жарить, он чисто, как снег, белый снег. А остальное все выкидывается. Вот видели точки вон?
Вон точки, вон. Вот там эти черви сидят. Вот все. Так и вычищиваем. Вот так. Вот. Вот. Чистишь. О, видел? Под низом что творится. Не понимаю, вот как там грибы собирают и с ногами, и как бы не вычищивая, сразу режут там, варят. Там этих опарышей, блин, этих червей море. Как у меня дед тоже рассказывал, говорит, приехали, ну, в то время, не знаю, какие года, геологи, и они вот эти грибы, ничего подряд все резали и варили. А на дне котелка, когда суп варили, там на дне котелка там оставалось с палец, ну, вообще такой слой этих червей, блин. Но мне это, лично мне, я противно и нет, такой суп ни в коем случае. Вот это уже я, можно считать, вот такие грибы уже не беру. Вон. Все, вон там черви есть. Нет, такие. Фу. Бяка. Ну вот опять. Ну вот этих красноголовых вот кругом. Вон сколько их там. Если, конечно, можно не капризничать, там уголки можно взять там. Только вот с ноги начали идти. А в ногах что творится? Вот не знаю почему вот люди берут вот эти ноги. Там, блядь, этих опарышей есть. Кстати. Вон, вон. Черви ведь идут с ноги, начинают с ноги, вот с корней. Идут с корней. Фу, блядь. Но, блин, такое ощущение вот. Не знаю. Наверное, надо сматываться отсюда. Фу. Пойдем от греха подальше. Так. Все время как будто вот слышу шорох, как будто вот идет медведь, там звуки такие шагов, хруст. Вон пеньки какие. Пихта тут стояла. И вот тут, видел, она тоже вот медведь что-то тут ковырял, искал. Непонятно что. И здесь выйдем, речку посмотрим. Смотрим тут, где тут речка вообще. Ну, немножко пособрали там. Хватит. Оба. Вот тут вот луг был. Вот смотри, что творится. Что будет лет через 20? Ну, лес будет, не узнать. Вот здесь там сено заготавливали, целая семья. Покажу место тут какое. Даже к речке нигде выйти невозможно. Ну вот, в принципе, вот и речка. Ох, какая высота. И айда там уже. И течение тут очень слабенькое. Кушки тут, наверное, держатся хорошо тоже. И да. Там
почве какой-то торфяник, или я не знаю, торф, наверное, это вот такие слои такие идут. И вот тут был сенокос когда-то. Да. Не знаю, лет вот этим соснам, наверное, лет 10 максимум. Не больше, ну, может 12 лет. И вот за эти 12 лет вот такие деревья уже тут выросли. Быстро они растут. Айда, пошли! Домой. Сейчас возвращаемся. Не знаю, тропинку найдем, нет. Тропинку найдем. Айда. Ну, с собакой, конечно, веселее. Все равно, если опасность будет, она там хоть какой-то знак залает или убежит. Одно из двух. Как тоже история была на охоте, на промысловом участке, когда охотился. Короче, на вырубку уже подходили. Вон грибы. Я уже не буду смотреть. И на вырубку уже выходили. Там возле вырубки, там тропинка моя шла. Короче, я издалека еще увидел. Зверь стоит. Зверь стоит. Солнце от него, короче. И я думал, олень. Как-то белый. Ну, там спина как-то чуть-чуть беловатая. Это, наверное, от солнца так, ну, блин, отсвечивало, короче. Или я не знаю, правильно, нет, так сказал. И, в общем, зверь раньше меня тоже, он меня услышал, увидел. Ну, у них слух, конечно, хороший. И собака тоже вон учуяла. И, короче, от зверя и от меня, то есть силы, убежала. Я смотрю, стою в середине. Собака в одну сторону бежит. И оказался этот зверь, медведь. Огромный, блин. И зверь этот, медведь, от меня тоже рысью начал бежать. И я вот стою и смотрю, не в какую сторону бежать. Короче, медведь убежал, собака тоже. Я минут 3 там постоял. И собака там, ну, короче, позвал я собаку, собака вернулась. Оказывается, этот медведь на этом новой вырубке, ну, там на пни стоят, и пни он воротил, там, короче, там какие-то жучков, я не знаю, под крой, которые белые, как правильно, не знаю по-русски, ну, пучей, короче, по-коммуну. Вот их ел. Их ел. Все пни уже там разворотил. Убежал. Огромная спина, блин, широкая. Ну, если карабин, конечно, можно было что-то и сделать. Но он от меня метров 150, наверное, был. 150, не ближе. Вот тут. А тут кто тут? Это вайшнеп или что? Осенью они тоже появляются. Вот тут тоже все перетоптано. Все так он тут ходит тоже, блин. Просто так я не говорю, что он есть. Так и есть, что он есть. В общем, мы дошли до очередного сенокоса. И вон там уже, не знаю, видно, нет, сосна высохшая. Это значит, что там наша опушка.
шиповник уже поспевает шиповника. Вкусно все. Ну, в общем, такая история. Я почти дошел. Да, Айда? Шли. Я уже возле избушки. Сейчас покажем, сколько там грибов мы сегодня собрали. О, ящик. Целый ящик. Вон. И там целый мешок. Килограммов 20, наверное, там. Мелкие там до 12 сантиметров. Без ноги, без ничего. И тут еще такое количество лисички. Немного, конечно, но не скажу, что мало. Это все вычистить. То же самые полезные грибы, что есть в наших лесах. Лисички. Без червей и лекарственные даже. А тут вот это красноголовый вон пособирали. В общем, вечереет уже. И погода вон стала облачная. Айда подходит. Черная вещь. Там грязи валялась опять. Айда. Пацаны там остались, пешком идут. Я чуть вперед отъехал и здесь буду ждать. И гром громит там. Вон, смотри, грибы. Вон, идем, иди. Вон, 2 штуки. 2 штучки. Тут пособираем еще. Тут пособираем еще. И вон там крупные кругом. Здесь возле дороги уже на мотике и на машине ездят. Собирают. Я просто, чтобы время убить, жду их. Здесь пройду, пожалуйста. Вон. Ну там крупные не берем. Мелочь, о, блин, черная вещь. Такой не надо. Такие крупные, их смотреть даже не будем. Да. Давай чуть глубже в лес зайдем. Что там больше что-нибудь да увидим. Чисто. У меня батарейка уже скоро сядет. Мне дозаряжен, оказывается, было. Намного не хватает. Все батарейки слабые. Надо аккумулятор вообще. Какой-нибудь сейчас новые цифровые фотоаппараты с аккумуляторами идут. Ну, как бы, как у сотового. А это у меня еще, ну, круглые, как пальчиковые аккумуляторы. И они долго не держат зарядку. И вот такой вид еще тут. Высота тут метров 10, наверное. Ну, метров 7 максимум. Голубь. Не знаю, на камеру попал, нет. Дикий голубь. Вот, смотри. О, красота какая. Собака тоже, бедолага, устала. Целый день сегодня из воды не вылазила. Опа. И немножко уже... О, айда, энмунтыча. Какая красота. С восточной стороны светло, а с запада там хмурое небо. И рыбы, как всегда, мелочь играет, крупных всплесков нету. Ладно, пошли. Вон какой муравей здоровый. Работает. Не ленятся. И, наверное, уже
Еще немножко кружок сделаем. Вот, а огромных грибов, вон сколько. Вот грибы, вон там, вот кругом. Все, везде, везде, везде грибы. Вот куда ни глянь, везде. Не только вот мелочь. До 10 сантиметров где-то. О, это чистая. Чистая как слеза. Так, и вот мелочь. Вот такой будем брать. Вот тут ямы тоже. О, даже доски есть вон. Вон, видел? Вон яма. Доски и глубина где-то 2 метра, наверное. Вот тут раньше закапывали эти, как сказать, картошку хранили тут. Вот везде вот кругом вот так обожу, ну, как бы кругом вот смотрю и везде грибы. И вот тут тоже вот яма. И тут что? Какой-то лока гремит. Какой-то мешок. Пошли. Блин. Непонятно, что там. Так, ладно. Гром усиливается. В нашу сторону он туча идет. Ну, везде грибы, везде. И опять вот более-менее меньше это уже точно возьмем. Не, дальше уже, наверное, не пойдем. Пойдем обратно. Да. Сейчас уже, наверное, пацаны мои машины. А вон уже возле машины. Они дошли уже. Угу, вон. Вот возле дороги тоже вон. Там грибы хорошие. Большие. Красные вон. Вот видно. Вот, вон дальше там. Нет, такие грибы не будем брать. А вот нашевские грибы. Нормально. Тоже плохой гриб. В общем, такой поход на сегодняшний день получился. Грибов море. Белые перестали вроде выходить, а вот красноголовики вон сплошь и рядом. Если целый день собирать, то можно легко целый УАЗик, целый кузов на УАЗике собрать. Но мы сегодня немножко порыбачили, и бруснику пособирали. А брусника тоже так. Такая куча не попадалась. Такой. Блин, вот глянь. И уже надо как бы и уезжать домой. Грибов. Море. Уже не хочется в сторону леса смотреть. Идут. У вас сколько грибов. Грибники. Ну как, что, грибники? Как дела? Нормаль? О, сверкнуло как там. О, целое ведро опять. Да, дождались мы вас. В вагоне борщ. Она устала, сейчас уже не будет прыгать. Они златные, выдавать ее. Выходи, садись. Идешь. Сейчас поедем. Сейчас домой поедем. Грязный, смотри. Такая грязная.
Бультыхалась там, наверное, в грязи. Лампа путика. Ого, ты все, шабаш. Сегодня уже никуда не будем Луна останавливаться. нашел. Нигде больше нету. Есть. Все, поехали домой.